Рыбный ресурс Оби огромен. Река начинается у китайской границы, течет на север тысячи километров и собирает рыбную дань со всех рек Урала и Западной Сибири. И самое рыбное место находится в ее низовьях, возле Обской губы, длина которой около 1000 километров, и в окрестностях города Салехард. Кстати, Салехард в переводе с ненецкого «поселение на мысу» ранее назывался Абдорск, то есть поселение возле Оби. Это было коми-название. Само слово «обь», по мнению ученых, тоже коми-слово и обозначает «тетку». Логика такова. У нас есть река-отец Печора слева от Урала, а есть сестра отца справа от Урала – Обь, то есть тетка. Коми бывали здесь издавна, могли говорить на языках ханты и ненцев, часто выступали в качестве толмачей, переводчиков и проводников у новгородцев и московитов. И среди первых купцов, увозивших отсюда пушнину и рыбу, были также и коми. Первые коми осели в Абдорске. Позже за коми-купцами пришли оленеводы Сижмы в поисках новых пастбищ. Некоторые из них прельстились местной рыбой и занялись рыбопромыслом. Однако, стоит сказать, что более всего и в давние годы, и сейчас занимаются рыбным промыслом ханты. Так сложилось. Их даже называли прежде рыбоядцами. Коми переняли опыт хантов и основали по берегам Оби несколько рыбацких поселков. Хар-Саим переводится с языка ханты как «поселок между двух ручьев». Он возник в 1937 году, как раз когда коми, потеряв после коллективизации свои личные олени стада, уходили из тундры, оседали на постоянном месте и начинали заниматься другим делом. Однако оленеводы и рыбаки всегда были тесно связаны друг с другом. Что раньше, что сейчас. Хар-Саим в 30 километрах от Салехарда. Основное занятие – рыбный промысел. Занимаются этим коми и ханты. Есть целые династии. Например, у заслуженного работника сельского хозяйства Алексея Алексеевича Рочева. Рыбной ловлей занимались и дед, и отец. Теперь он сам руководит рыболовецкой бригадой. В бригаде 10 лодок, а всего на речном участке в окрестностях Хар-Саима промышляют 90 лодок. У вас здесь совхоз или как-то иначе называется? Рыбоучасток. В Оксарке есть рыбозавод. Мы к его рыбоучастку приписаны. У вас в бригаде ижемцы или ханты? Ну, в основном ижемцы. А почему ваши лодки не пришвартованы к берегу? Так лучше, не бьются о камни. На маленькой лодке подъезжаем и пересаживаемся. Сильно большие волны здесь случаются? Ну, при северном ветре большие бывают. Если пойдешь поперек волны, то нырнешь. Лодку нужно держать наискосок и скатываться с волны. Работа опасная. Раньше на рыбалку брали даже жены детей, но многие из них тонули. Теперь их брать на лов запрещено. Была опасной, да? Ну. Промышляют рыбу на Оби уже не 100 лет. И год от года объем вылавливаемой рыбы
только рос. В 1898 году в Абдорске был открыт первый рыбоконсервный завод. Лов рыбы не останавливается даже зимой. В зависимости от сезона меняются лишь орудия и способы лова. Это квайтымына, шокурула. У этой сети ячея на 60. 60? У нас такую ячею уже и не помнят. У нас самая большая ячея на 70. Кого же ловите такой сеткой? Она на Муксуна идет. На Лима тоже ею ловим. А самая маленькая ячея у нас на 36. Ею ловим пыжьяна. Едет через Кыем, медпостни через Лыдися пыжьяна. Это одностенка? Это куда говоришь через Кыем, наверное, сакуем стенка. Это да, но крупную рыбу ловим трехстенкой. Одностенкой ловим сильную рыбу, чтобы не сильно путалась. А вот на Лима в одностенке не удержишь, выпутывается. Вы на через Куем стенка каранки, заигарты. Один заигарты. А мы сосед дальше даст. Мы Юрус не уйдет, а быдла Юрус еще. А еще тайны на Лиме, да, еще один шед. Бергала, что он в где питас. Силы кола медленно режу, медленно идти. Пучка спырись, да городчис. Вот он и совершит. А ты на пурпу мы откуда, ты на день до свиден, даст как метровый, всего лишь. Но он уже Юла, но он уже абу ряжа, ну рама пуктыхе. А ты у нас кушаем через это дело? Да мы кушналим куямить. Зимой наши сети всего 12 метров длиной. И ловится тогда в основном на Лим. А как берега открываются, то опять начинаем ловить у берегов все подряд. Тогда и всякую мелочь берем. Сакнем микиям талса. Это покова изнаку. Кстати, ёрш, сын, сирпи, ну после терек от коли. С берега жмитчас и талсы полностью. На Аби издавна рыбу делили на белую и черную – щетчери и еджичери. К белой относятся ценные породы рыбы – осетр, муксун, нельма, сиг. Черная рыба – это все остальное – язь, щука, налим и другие. То есть костлявая и не столь вкусная. Это не значит, что черную рыбу не ловят. Ловят, но почти всю сдают на консервный завод. Даже ершей, если есть заказ от рыбзавода. Какая-то часть откладывается на корм собакам. Сколько примерно рыбы одна лодка вылавливает за один выход? Когда только начинается ход рыбы на нерест, то хорошо попадается. Люди и близко не представляют, сколько же можно поймать. Примерно 200 килограмм – это за смену, которая длится 12 часов. Но бывает и 100 килограммов всего выловишь. Так как рыба потом начинает растекаться по заливам, редеет. А можно разбогатеть на рыбе? Нет, стали плохо платить. Щуку вот перестали принимать. Одно хорошо, что есть дотация от округа. Если б не она, то выйдешь в ноль. Ведь все дорого, в том числе электричество, рефрижераторы. А если ловить в частном порядке? Тогда всеми документами придется заниматься самому. И все равно, тебе тоже выделят только небольшую квоту на вылов. И каждый год она все меньше. Мы порой только 3 дня ловим, а потом выбираем квоту и стоим. Раньше, до революции, ограничений по лову рыбы не было.
Абдорск оживал со вскрытием рек. Песчаные береговые полосы с мая были усеяны разными лодками. Все с нетерпением ожидали вонзевого хода, подъема с моря рыбы. К началу подъема рыбы практически все население, за исключением женщин и детей, разъезжалось по низовым пескам. Абдорск пустел. Выход рыбы из Обской губы вверх по Оби на нерест шел в определенной последовательности. Сначала поднимался Сырок, за ним через 2-3 суток Нельма, затем Муксун, последними Щекур, Пыжьян, Сельдь, Налим и Осетр. Особенно горячим был июль, неводное время, когда начинался спад воды и обнажались пески. Вот корми ошли на реве сакет ми анизба кота. Ми тайна куд тулус воис чериус и ми арать пока оби хоскун мы. Когда я начинал рыбачить, тогда квот не было. Пришла весна, ловим столько, сколько сможем и всякую рыбу. А сейчас норма. Выловили норму, стоим до следующего года. Либо черную рыбу бреднем ловим, щуку и другое, и рыбозавод тоже стоит. Видишь? А курс завода тоже, мы 7 карас ловим. Тогда же завод не будет рентабельным. Да, если б не дотации, то завод бы уже закрылся. Если раньше рыбаки негласно делили реку между собой и существовали родовые угодья, то последние годы этим занимается государство. Определяет, кому и где и сколько ловить. Это еще небольшая волна? Это пока мелкая, только потряхивает. Просто пост недалек. А при подъеме невода не опасно стоять на ногах в лодке при большой волне? Пырнысы оспыр, но немке кор баршани да важно, что оща. Упрешься и не падаешь, разве что волна с кормы захлестывает. А это что такое? А это помпа, чтобы воду из лодки откачивать. Помпа какой, да? Кто вам такие лодки делает? Это в Оксарке мастера есть. Деревянные лодки мастерят. А деревянная лодка лучше? No это немке, это того скиулат, вместо уна. Сайтайна карт пужись опасные сынами, это емке дик бергедлины бычева, за как. А мы привыкли уже к деревянной. Она удобная, а железная лодка вертлявая. Кормиан мотор ясно, вот мотор я вылинес. Это через авочсан вали мотор шулалис. Нам такой лодки хватает лет на 6. После 6 лет она начинает гнить и пропускать воду. И мы ее меняем на новую. Давным-давно, до появления технологий, связанных с электричеством, рыбу солили, коптили, вялили, либо перетирали в муку. Сейчас ее либо консервируют, либо замораживают. Когда видишь такую картину, корабль, засыпанный песком, почему-то это напоминает картинки с Аральского моря. Если помните, море там отступило, и корабли остались лежать на песке и ржаветь. Он тоже уже ржавый и тоже уже не функционирует. Так что же это за корабль? Называется он Плашкоут. Они стоят на реке, двигателя нет, просто баржа. Так вот, рыбаки ловят рыбу, подъезжают, выгружают ее сюда и опять уходят
на лов рыбы. Этот плашкод забит кусками льда. Это сделано для того, чтобы рыба, которую сюда вываливают, не портилась. Это что-то типа склада плавучего. Потом, как наполняется рыбой этот плашкоут, его отправляют в Салехард на рыбный завод. Анатолий Терентьев – житель городской, из Салехарда. Но его предки тоже были оленеводами и рыбаками. Работает он простым, если можно так сказать, телевизионным журналистом в окружной телерадиокомпании. Но на жизнь зарплаты не хватает. Приходится в отпуске и по выходным ловить рыбу и сдавать на завод. К тому же он привык, чтобы на столе всегда была приличная рыба и в приличном количестве. По договору Анатолию выделен тоже участок для лова. Он подчиняется правилам. Однако у него на все есть свое мнение. У наших предков закон был другой, не бумажный. Если хочешь есть, иди и лови. Раньше считалось, если рыбу не ловишь, значит лентяй. А сейчас по-другому. Есть бумага, пойдешь ловить, а если нет, то и нет. А у тебя бумага есть? Есть, но даже если бы и не было, все равно бы ловил. Рыба — это еда, а не привилегия. Вон пойдут новые русские, ловят, что захотят, а между тем им эта рыба и не нужна. Не цепляется сеть за топляки? Цепляется. Выдираем ее и чиним. Каждую неделю приходится чинить. Последние несколько лет на лов осетра, муксуна и нельмы стоит запрет. Рыба резко стала исчезать. Ее исчезновение рыбаки не связывают с ловом, так как она исчезла бы уже давно, заявляют они, и связывают снижение поголовья лососевых с нарушением подводного рельефа Обской губы и разрушением нерестовых ям большими морскими судами. Как бы то ни было, ихтиологи изучают ситуацию и в большом количестве выпускают в реку мальков. Если даже исчезнет какой-либо вид рыбы, в целом ресурс реки рыбакам исчерпать невозможно. Анатолий Терентьев говорит, что у каждой рыбы своя вода. Например, ряпушку ловят при подъеме на нерест в притоках Хаби. Один из притоков – река Щучья, исток ее среди Уральских гор. Едем в поселок Белоярск, что на берегу Щучьи, где лов ряпушки – основная работа местных жителей. В Белоярске на берегу оживленно всегда. Река Щучья и дорога, и кормилица. Наш знакомый Василий Терентьев и его друзья соскучились по ряпушке, которую здесь называют сельги, и отправляются на дневной промысел. Мы к ним тоже присоединимся. А пока заглянем на рыбзавод. Он тоже здесь на берегу. Перерабатывает разную рыбу, а в последнее время занят лишь приемом и заморозкой ряпушки для дальнейшей отправки ее на Салехардский комбинат. Скажите, зельда, она поднимается вот как раз вот сейчас в это время, в конце лета, да? Она поднимается на нерест, да, у нее сейчас подъем будет до октября месяца, а когда вода уже остывает до 2-5 градусов, она поднимается в район озера Щучье и там откладывает икру.
потом пускается обратно в морскую губу. По течению уже обессиленная, потихоньку она возвращается опять на кормовые свои угодья, в морскую губу, она там откармливается. А чем ловят? Неводом. У нас 2 невода и 5 бригад. Они день и ночь. Сначала 1 бригада. Круглосуточно идет вылов. У нас мощности рассчитаны на 12 тонн ежедневной переработки рыбы, заморозки и дальнейшей глазировки и упаковки в тару. В эту путину рыбы в реке Щучьей маловато. Но простым рыбакам много не надо. Для себя будет достаточно бросить пару сеток или один раз пройти маленьким неводом. Сегодня рыбалка в каком-то виде показательная для нас, телевизионщиков. Суть рыбалки проста. Находим на реке яму и выгребаем ее неводом. Что ни говори, а рыбалка – это основное и любимое занятие местного населения. Лодка направляется к берегу и захлопывает невод. Тянем. Всегда интересно, что невод принесет. Сельги, сырок, щокур, порошокур, сын конкеры, сын и сыр, консир, сырнилык. Зайдем, надо это вас. Рыбалка на Щучьей завершена, и мы возвращаемся на Обь. Великая река не только кормит народы и связывает их одной транспортной системой, она сама их созидает. Уклад местных народов – ханты, ненцев, коми и селькупов – сильно связан с Обью и рыбалкой. Настолько сильно, что это отразилось в их культуре, языке, обычаях. Чтобы сберечь эти народы, прежде всего нужно сберечь Обь.